Уфе проходит третий фестиваль «Аникос». Несмотря на то, что фестиваль зовется аниме, встретить на нем можно не только фанатов японской мультипликации. Быть Отаку – весьма интересное дело. Отаку – это люди с увлечениями, относящиеся к Японии. Любовь к прочтению манги или же просмотру аниме смело можно отнести к этому. Также на фесте представлен разный мерч и ручная работа авторов из Уфы и ближайших городов. Сами товары не только связаны с аниме, но и многими другими поп-культурами, к примеру, как стимпанк. Расскажи про своего персонажа. Моего персонажа зовут Венти, он бард, играет на лире. Он из игры Genshin Impact. Эта игра была создана в 2019 году, и она с этого момента стала очень популярна. Я выбрала этого персонажа для косплея, потому что он мне нравится и как персонаж, и по стилю. Как ты думаешь, почему эта культура так популярна в России? Я думаю, потому что аниме очень своеобразное, и найдется любой жанр под ваш вкус. И, в принципе, детализация, рисовка аниме тоже своеобразная, и она отличается от там просто каких-то рисунков. Ну и какой же фестиваль без косплееров? Помимо аниме встречались персонажи из игры Genshin Impact и разных дорам. Genshin Impact – это игра в жанре приключения. Данная игра зацепила людей как своим запутанным сюжетом, так и персонажами, коих в игре аж 47. Как создавался твой образ? Клинок делался примерно от 3 до 5 дней. И это только покраска. Сначала до покраски нужно вырезать форму, потом по форме сделать ему, получается, вот такие все элементы. После этого надо загрунтовать, и только после этого красить. Грунтовать желательно много, потому что пеноплекс может быть растворим, смотря какой краской красишь. Юлиана, расскажи, насколько тяжело быть косплеером? В какой-то мере да, потому что на косплей уходит много денег. Это либо если ты создаешь косплей самолично, уходят деньги на материалы, потом время на само создание. А если заказываешь, то время на ожидание и сам косплей стоит не очень-то дешево. Помимо просмотра выступлений, посетители фестиваля могут поиграть на приставках или пофотографироваться у представленной фотозоны. Основное мероприятие проходит совсем недалеко, прямо на сцене. Косплееры, вокалисты и танцоры показывают как свои костюмы, так и таланты. В России аниме-фестиваль проходит еще с 2000 года. Хоть на первом фестивале косплееров особо не было, а из развлечений был только просмотр фильмов. Сейчас фильмами никого не удивишь, а вот костюмами вполне возможно. Семенова Эвелина, Рамазан Мусин специально для «Горы новостей».